Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Встретите ли вы человека для серьезных отношений? Если тема вам актуальна, интересна, пожалуйста, загадайте на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. То, что сейчас не скрыто, знаете. Слушайте, прям сдержаться. Еле сдержалась, да? Смотрите, вот ваша фигурка, да? Какая вы прекрасная. И раз, два, три. Видите? Три мужика поклоны бьют. А вот здесь на венце то же самое. Вот она, ваша фигурка. Ну, платье, юбка, это женщина. И что мы видим? Раз, два, три, четыре. 4 мужчины. Ох. А вот тут вы с кем-то танцуете. Вы его найдете, вы его выберете. У вас, девочки, выбор. Кто зашел на эту отсыпку? Вот неважно, кто вы, неважно, сколько вам лет, неважно, что у вас было, что у вас есть, но вы будете выбирать. Выбирать. И выбор тут прям ассортимент. Понимаете, очень широкий выбор. Видите, вот вы в красивом платье, за руку держитесь с мужчиной, танцуете. Вы танцуете, значит, вы любите, вы пара, понимаете? Очень хороший знак с вашей стороны. А вот тут нечто, что нужно будет похоронить. Видите? Здесь какая-то ужасная боль, ужасный испуг мне еще идет. И вот как будто бы вот из-за прошлого не наступает будущее, да? Вы в сегодняшнем дне, пережив какие-то ужасные, трагические события в личной жизни, не отпустив их до конца, либо не освободившись от этого дурного опыта, вы не можете войти в будущее. Вам дорога, видите, закрыта, черным крестом закрыта. У кого-то обман, у кого-то потери, у кого-то предательство, а у кого-то очень сильная обида. Что-то случилось в вашем прошлом. Как-то мужчины себя некрасиво повели в отношении вас. Испуг вот мне еще идет. Испуг, может быть, в прямом смысле слова, просто боитесь мужиков как огня. А у кого-то испуг именно от отношений, да, что вот пока мы встречаемся как парень и девушка, да, пока этот конфетно-букетный период все вроде выглядит очень прилично, да, очень так многообещающе. А как только люди сходятся и начинают жить одной семьей, вот тут начинается ужас и ад. Вот мне идет, что вы немножко травмированы. Я хочу взять колоду. Проблема не в том, что на вас там какой-то типа венец безбрачия. Проблема не в том, что на вас кто-то что-то сделал, хотя зависть тут тоже есть. Проблема в ваших внутренних прошивках и настройках. Возможно, есть вирус, от которого нужно избавляться. Сделать полный апгрейд, переустановку, и тогда все будет. Тогда все будет. Давайте посмотрим, что у вас там в прошлом произошло. Скорее всего, либо вы в брачных отношениях были, да, кто-то был замужем, может, сейчас вы замужем, и вам этот замуж как петля на шее, да. Хочется бежать, когда глаза глядят, не пускает эта петля. А кто-то был замужем и так горе нахлебался в этом браке, что уже как плюетесь, да, боитесь, как огня боитесь этого замужа. И еще у кого-то был счастливый брак, но муж оставил вас, ушел в мир иной. И эта потеря, она настолько больно вот легла на вашу жизнь, так ее омрачила, что сколько бы времени ни прошло, вы все равно не можете ни забыть, ни смириться, ни отпустить. И опять же боитесь, что вы влюбитесь, да, только успеете вкусить это счастье, а муж возьмет, да и покинет этот мир. Да, вот еще такой страх у кого-то есть.
Ну, я же сказала, мужчин боитесь прошлое, да, у кого-то гроб мужчина умер, да, вы вдова, а у кого-то настолько вот себя безобразно вел, что, ну, похоронили свою личную жизнь. Девочки, к психологу. Тут к психологу, либо к бабушке, которая вам из пух через воск выльет, например, тоже как вариант. Кому-то прям это очень надо. Вы можете смеяться, вы можете не верить, но вот серьезно, случайности не случайны. Если вы из этого огромного количества видео на YouTube попали именно на это, значит, это для вас информация. Так, давайте посмотрим, вы справитесь с этим состоянием, сможете этот вирус извлечь из ваших внутренних прошивок систем. Да, сможете. Да, да. И знаете, как мне еще идет? Вот любовь настоящая и чистая, она вас исцелит, она вернет вас к жизни. Мне еще и так идет. Может, вы ничего делать не будете, да? Не у всех, к сожалению, есть возможность найти хорошего психолога, либо не у всех есть возможность найти действительно хорошую бабушку, которая выльет из пух. Это сложно, это очень сложно. Но с другой стороны, сердце исцелится, любовь. Мне идет, что любовь вас исцелит. И еще мне вот идет, что сначала вот человек, который вас полюбит, он своей любовью весь этот испух снимет, либо исцелит вас от болей прошлого своей любовью. Потом уже вы полюбите в ответ. Вот так вот, мои хорошие. Мужчины. Мужчин много вокруг вас всегда крутилось. И будет крутиться много мужчин. Только вы, ну вот действительно их то ли не видите, то ли не замечаете, то ли вы на них смотрите уже, знаете, у вас этот козлометр настолько уже отрегулирован, что вы, мужчина не успел еще представиться, а вы уже понимаете по шкале, какое место занимает, да, насколько он упоротый козел. Ну, да, такое иногда бывает. Такое бывает. Но не отчаивайтесь, не отчаивайтесь. У вас счастливое будущее. Вот кто зашел на эту отсыпку, тут без сомнений счастливое будущее. И вам своего личного счастья не избежать. Ну, то, что будет, то и будет, понимаете? Путь к этому счастью, да, он сложный, он витиеватый, он ступенчатый. Но с другой стороны, а как по-другому? А где вы видели, что прям легко с неба падает? Это только в сказках бывает, да? А за счастье нужно и бороться, и идти к нему нужно, и стараться нужно, да, чтобы это счастье создать. Ну, я так понимаю, что в основном меня смотрят уже умудренные жизнью женщины, да, которые, даже, возможно, вы молодая женщина, но вы уже столько пережили, натерпели, что у вас опыта на 300 лет хватит, да? Впору самой открывать какой-то психологический канал и, ну, эмоционально поддерживать других, либо давать толковые советы. Смотрите, я еще вижу у кого-то наследственную программу, там, где вот женщины, род очень сильных женщин, красивых, умных, сильных, но вот с мужчинами категорически не везло. Мужики все как, ну, один, какие-то слабаки, какие-то с дурными привычками, невротики все, ленивые, нерадивые, да, вот, а женщина тянет все на себе. То есть у вас еще преобладание этой мужской энергии. Вы как и за женщину, и за мужчину можете сойти. Вот у кого-то еще такая программа есть. Ну, пока человек живет, он все может изменить. И даже карму свою может изменить, понимаете, судьбу может изменить. Поэтому не будем на этом зацикливаться, да. То, что сейчас тяжело, это факт. Но то, что будущее прекрасно, это тоже факт. Это прям догма. Тут не поспоришь, да. Ну что, прошлое ваше не хочу трогать, я не хочу болезненные воспоминания ваши вытаскивать. Каждая за себя сама знает, что у нее там произошло. Ну вот вижу, что выбираться вы, конечно, будете еще какое-то время. И вот тот срок, который вы загадали, каждая сама для себя, вот где-то к концу этого срока вы только сможете выбраться из своего будущего. Да, хотелось бы быстрее. И я бы была рада, если бы у вас все быстрее случилось. Но данность такова, что потребуется время. Тут в таком вопросе спешить не надо. Лучше уже долечиться, дойти до конца, чем на полпути сорваться, потом хорошего мужчины испугаться, отказаться от своего счастья, да, и забиться в свою раковину. Сами понимаете, да? Тут не надо форсировать, не надо спешить.
Но с другой стороны, я вижу, что у вас и круг общения такой, знаете, вот где практически нет счастливых историй, где либо женщина терпит ради каких-то материальных благ, либо где женщины вот такие же сильные, как вы, сами на себе все тащат, такие локомотивчики, да. Но с другой стороны, вы не такая, как все, вы не такая, какие там женщины рядом с вами вас окружают, и вы даже не такая, как ваши родственники. Вот у вас какой-то прям дух мне идет, да, вот дух сопротивления, противоречия, собственного достоинства. То есть вы можете даже на подсознательном уровне сама себе решить и сама этого достигнуть. Вот еще такое мне идет. Так, сильные мужчины боятся конкуренции с вашей стороны, потому что вы любого за пояс заткнете. Нет, вы с виду очень милая, такая утонченная, стильная, красивая, хрупкая. Но это только с виду. А по факту вы стержень такой прям металл, да, который прям не согнешь, не выгнешь. Это только растопить его можно, да, и то при самых высоких температурах. Вот, это факт. Сильные мужчины это понимают, они это улавливают. Ну, сильные, не глупые, понятно. Вот, и они как бы боятся конкурировать с вами. Ну, потому что для сильного мужчины самое худшее, что может с ним случиться, это проиграть женщине. Вот. Тянутся, конечно, к вам всякие там, слабаки, сопляки и мамонькины черешни к вам тянутся. Конечно, вы это видите, вы их не хотите, вы их сразу вот вычеркиваете, вы их холодом обдаете, а кого-то и крепким словом не стесняетесь покрыть. Это я вижу. Некоторые мужчины прям вас откровенно боятся. Вы для них объект желания, но они вас боятся. Боятся, потому что уже там пару раз наткнулись на ваше умение за себя постоять, себя отстоять. И теперь им уже не хочется. Сплетни про вас ходят. Ходят сплетни, что вы какая-то меркантильная, что принца вы ищете, да? Как минимум принца, а так вообще там короля, императора подавай. Почему-то вот именно пошел разговор, что вам нужен богатый мужчина. А я вижу, что вам нужен нормальный мужчина, любящий мужчина. Ну, понятно, что если человек нормальный, то у него и деньги будут. Звезд с неба вы не срываете, вы этого не хотите. Вы хотите просто нормальной, спокойной, умиротворенной жизни в покое, в гармонии, в любви. Именно этого вы хотите, именно этого ждете. Но, к сожалению, пока такого кандидата нет. Вот в сегодняшнем дне таких кандидатов нет. Честно скажу, по этой отсыпке у кого-то будет мужчина, который прям, совсем какой-то чужестранец мне идет, да, иностранец, чужестранец. Может быть, он и вашей национальности, либо схожей, да, но он в чужой стране живет, где-то далеко от вас. А у кого-то прям иностранец в чистом виде. Человек другой культуры, другой религии, другой расы даже может быть. Это не страшно, это нормально. Вот, у кого-то так отыграется. А у кого-то отыграется, что между вами и вашим будущим этим избранником, просто действительно какая-то колоссальная социальная разница, дистанция. То есть, возможно, вы обычная женщина, да, работаете там либо на себя, либо на какой-то работе, да, может, даже менеджером работаете, руководителем, а этот мужчина, он будет каким-то там прям супер привилегированным. То есть он может быть каким-то чиновником, депутатом, министром, не знаю, актером, может быть, известным, знаменитым, артистом, да, вот что-то такое мне идет. Разница между вами, разница и дистанция получается. Дистанция по километрам, да, вот оно расстояние, либо по высоте. А какой вам мужчина? Такой вам и нужен, чтобы вы могли им гордиться, чтобы вы имели возможность его за что-то уважать. Вы без этого не захотите, вы без этого не сможете. Не будете смотреть на материальное, хотя это тоже важный аспект. Вам главное, чтобы человек был хороший и не дурак, не глупый, чтобы с ним было хотя бы интересно, было о чем поговорить. Женщина, вы умная, образованная. Даже если у вас нет какого-то вот академического образования, тем не менее, вы начитанный человек, вы грамотный человек, вы сами себя умеете развивать, вы постоянно чему-то новому учитесь. Вы не отстаете в развитии, наоборот, вы как перегоняете развитие. Вот взять вас и ваших подруг. Вы же самая грамотная из них. Вы же больше знаете, больше умеете, там больше технологий используете, применяете.
Вы не действуете по старинке. Вы эту старинку как-то модернизируете, в современный лад переводите. В этом ваша уникальность. Так, по прошествии того срока, который вы загадали, плюс-минус 2-3 месяца, у вас идет вот как раз-таки встреча с этим мужчиной. С мужчиной, на кого вы захотите обратить внимание. Вот чем-то он вас привлечет, вот прям зацепит чем-то, у вас интерес к нему проснется. Интерес даже не как к мужчине, а как к человеку. Вот может быть, как я уже говорила, там артист, да, музыкант, чиновник какой-то, там, деятель научный какой-нибудь, там, суперизвестный профессор, да, вот какой-то такой, ну, либо иностранец, да, вам интересно будет, вы скажете: о, интересная там культура, хотела бы больше узнать про эту страну, про этих людей, да, вот как они там живут, вот чем-то вас зацепит он. Вот. У вас к нему интерес этот как к человеку, а у него к вам интерес как к женщине. Он таких красивых отродясь не видел, таких умных не видел. И вот глаза мне идут ваши. Глаза — это вот первое, на что он западает, на ваши глаза. Может быть, у вас глаза какого-то необычного цвета. Может, у вас глаза очень такие вот прям распахнутые, либо лисьи глазки, да, ну вот глаза. Глаза, он влюбляется в ваши глаза, он влюбляется в ваш голос, ну и дальше там по списку пойдет. И вот я вижу, что этот мужчина, он действительно умеет любить, и он очень честный человек. А если человек честный, то эту честность ее ни за какие деньги не купишь, у него энергетика другая. Вот влюбится в вас он сразу, а вы интересуетесь им как человеком. Я вижу, что он будет вас прям очень долго обхаживать, добиваться, но опять же в меру своих возможностей. Если он где-то вот приедет там, где вы живете, то будет прям приглашать вас куда-то, развлекать вас, там, выгуливать. Если он живет в своей стране, и вы познакомитесь, допустим, по интернету, то мужчина вам будет просто писать 24/7. Как будто бы он не спит, не кушает, в туалет не ходит. Он сидит за этим компьютером, либо со своим смартфоном и постоянно вам что-то пишет, там, фотографии присылает, там, что-то рассказывает вам. Знаете, он вас отогреет, мне идет, отогреет. Вы, кстати, сразу поймете, что он в вас влюбился. Даже вот без его признаний будет понятно, что он влюбился. Почему-то вы немножечко напряжетесь, скажете: ну как так, да, вот придется посылать такого хорошего человека. А потом вы так подумаете, ну, буду общаться, пока общаемся, да, пока он там не переходит какие-то границы мои личные, будем с ним общаться. И вы знаете, он таки вас уговорит на любовь, на счастье. И я вижу, что вы согласитесь. Вот будете танцевать, скорее всего, на своей свадьбе танцуете. Ну, это потому что платье такое красивое, с такой широкой пышной юбкой, ну, как свадебное платье. И мужчина одет в костюм. То есть, да, на свадьбе будете танцевать. Это ваша свадьба, либо ваше венчание, ну, может, какой-то религиозный, да, момент заключения брака, но будете танцевать. И также, мои хорошие, я вижу, что когда вы будете готовы, либо придете к этой мысли, что хороший мужчина, я походу влюбилась, да, можно ответить взаимностью, решите изменить свою жизнь, в вашей жизни всплывет тот, кто вас очень сильно обидел. Вот прям, как, знаете, пятой точкой почувствовать, что вы скоро счастливой станете. Может, даже не один человек, если вас несколько мужчин обидели, вот они всплывут. И что интересно, я вижу, что эти мужчины, они не будут пытаться вас вернуть, но они вам будут в чем-то признаваться, что раскроют вам глаза на саму себя. То есть они вам что-то расскажут о вас, что вы в себе не замечали. Вот каждый из них расскажет. И вы знаете, это будет хорошим подспорьем для того, чтобы и себя прокачать, либо наоборот повысить свою самооценку. Вот как у вас с прошлым, да, вот связь. И, возможно, вы даже как-то по-другому уже на этих мужчин посмотрите, и, возможно, поймете, что и обиды прошли, да, что уже я на них и не обижаюсь, что уже не так больно, прям совсем не больно. Вот. Ну вот как что-то почувствуете. И вы поймете, что это любовь. Вы поймете, что любовь вас исцелила, любовь вас преобразила,
Любовь дала вам гармонию и покой, умение примириться с теми сложностями, которые есть, либо вы пережили. И если честно, здесь показано, что вы вот куда-то все-таки поедете, как переезжать будете, переезжать на новое место, да, в дом вашего будущего вот этого вот мужчины. Либо вы в страну этого мужчины поедете. Вот переезд еще я вижу. Тоже будут сложности, ну, потому что если с насиженного места, да, очень сложно сорваться и поехать в неизвестность. Даже если вы там будете у него в стране, в его доме, все равно как бы это новая жизнь с чистого листа. Тоже с каким-то стрессом у вас это все сопряжено. Но тем не менее, а как по-другому? Всегда есть что-то, что нужно принять, либо чем-то пожертвовать во имя будущего блага, либо большего блага. Ну вот у кого-то еще тут стресс, я вижу. Главное, не сходите с правильного пути. Вы чувствуете к человеку любовь, видите его любовь к вам. Ну так потерпите, переживите этот стресс. Будьте добрее, что ли, да, либо будьте позговорчивее, не упустите свой шанс. Не упустите, да. Это очень важно. И смотрите, когда вы будете уже собираться, например, замуж, да, либо переезжать, за вами еще какие-то молодые мужчины будут ухлёстывать. Мужчины, которые младше вас по возрасту. Мужчины, которые раньше, для вас, как, я не знаю кто, как дети были, да. Мужчины, которые буквально вот чувствуя, что вы влюблены, что вы расцветаете, они прям голову от вас будут терять. Вот будет такой момент, что вы идете, а вам мужики проходу не дают. Причем молодые, да, там подходят, знакомятся, там комплименты делают. Такой момент еще у вас будет. Это как раз-таки момент, как подтверждение того, что вы счастливы и вы сделали правильный выбор в своей жизни. Я вижу, что вы замуж еще выйдете. Либо, по крайней мере, вы с мужчиной жить точно будете, вот как супруг с супругой. Вам счастье это на роду написано. То, что боль пережили, это очень страшно. Но вы уже это пережили. Скорее всего, это было предначертано, либо это было частью вашего жизненного пути. Но мужчина очень хороший идет. Я не могу вам больше подробностей о нем дать. Кроме того, что он для вас вот все, что хочешь. И в огонь, и в воду. И на себе будет вас носить, и относиться к вам даже, знаете, не просто как к жене, к любовнице, еще как-то вас жалеть очень сильно будет, заботиться о вас очень будет. Возможно, о вас даже родной папа так не заботился, как будет заботиться этот ваш будущий мужчина. Будете себя очень часто чувствовать маленькой такой разбалованной девочкой. Конечно, вы этим пользоваться не будете, вы не такая женщина, но тем не менее такие ощущения у вас иногда будут проскакивать. Счастливый брак, а как по-другому? Счастливые браки, они вот такие должны быть, чтобы мужчина не только там добытчик и в постели, да, но чтобы и заботился, оберегал, да, вот это очень важно, чтобы баловал свою женщину любимую. И еще одну вещь скажу вот про молодость. Вы меня, конечно, извините, это не у всех отыграется, не у всех. Но у кого-то из вас отыграется, что ваш будущий избранник, он будет помладше, чем вы. Помладше. Не буду говорить насколько. Вот. Вы себя к этому подводите, почаще об этом думайте, хотите об этом почитайте. Вот. Это не страшно. Это не страшно. Визуально никто никогда не догадается, что он младше. Вот. Только вот в паспорте, да, цифры. И все. Все, никак это не влияет. Вот. Это не у всех, это у кого-то конкретно отыграется. Поэтому не запрещайте себе счастье. Мои хорошие, будьте все счастливы. На этом у меня все. Берегите себя. Всем пока-пока.